Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. В Сухуми прошло торжественное собрание, посвященное столетию со дня образования Министерства просвещения Абхазии. С 15 декабря все желающие могут забрать письма детей в офисе фонда для осуществления заветных желаний подопечных Киараза. С какой целью на территории, прилегающей к пляжу Дель-Мар, обрезают деревья? «12 декабря исполнилось 100 лет со дня образования Министерства просвещения Абхазии. В Сухуми прошло торжественное собрание, посвященное знаменательной дате. В мероприятии принял участие вице-президент Бадра Гунба. В своем выступлении он поздравил сотрудников министерства с юбилеем и зачитал поздравительный адрес президента Абхазии Аслана Бжания. В тексте отмечается ключевая роль министерства в развитии системы просвещения республики, в формировании знаний и навыков у наших граждан. Глава государства выразил всем, кто трудится в сфере просвещения, благодарность за непрерывное стремление к развитию и совершенствованию образования. Министр роль система коллектив. Шапхикос, репшки, а абсараком цаква, аджибаш бой, абипараква, рейца адзара аусакна. Гок псыкала и табуб хашасхой. Республика дыррала айзерхара, адзара айхтура ус, куцаракра ахазыжу азахан. Харагурахгой, шараша профессионализм, так хокра, шус, азнейший, хтола, Абхегапи апейпшлаша акчараду шаево. 12 декабря многие министерства и ведомства Абхазии отмечают юбилейную дату – 30 лет образования. 12 декабря 1993 года председатель Верховного Совета Владислав Ардзанба подписал закон о структуре органов государственного управления Республики Абхазия. Этим законом была определена структура послевоенных органов госуправления нашей страны. Тогда в нее были включены 18 министерств и 16 других ведомств. Вице-премьер-министр финансов Владимир Делба поздравил работников финансовых органов республики с юбилеем. За эти годы финансовые органы страны стали надежной опорой в решении важных экономических задач. Благодаря компетентности, ответственности и профессионализму работников финансовой сферы бюджетная система работает стабильно, обеспечивая социальную защиту граждан и развитие страны, говорится в поздравлении. Владимир Делба выразил огромную благодарность работникам финансовой сферы за труд и верность своему делу и пожелал коллегам счастья, успехов, профессиональной деятельности, здоровья и благополучия. С какими показателями заканчивает год Министерство финансов, каким будет бюджет страны в новом году и на другие важные для республики вопросы, отвечает вице-премьер-министр финансов Владимир Делба в программе «Амчра». Смотрите сразу после выпуска новостей, а сейчас небольшой отрывок. Внесенный президентом страны на рассмотрение законопроекта о республиканском бюджете на 2024 год, по нему проходили комитетские слушания расширенные, на котором присутствовали представители комитета по бюджету, присутствовали члены правительства в лице Министерства по налогам и сборам, Минфина, Министерства экономики, Государственного таможенного комитета. Разговор шел об основных направлениях, о сценарных условиях проекта бюджета на 2024 год. В этом смысле еще работа предстоит. Было рекомендовано проект рассмотреть в первом чтении, дать ему, как говорится, старт для изучения и проведения переговоров, консультаций по основным направлениям бюджетной политики на 2024 год. Таким образом, расходы бюджета наши формируются, прежде всего, опираясь на эффективность их. Это очень важно для нас, на повышение результативности. Каждый бюджетный рубль должен приносить результат. Мы должны все вместе, и давно уже об этом говорим и реализуем эти мероприятия, что вложенный государством рубль должен приносить реальный эффект.
Не только там вот в финансовом плане, не только экономически, но должна быть обратная связь. То есть государственные деньги материализуются или конвертируются, как мы говорим, в некое имущество, в некую государственную услугу. 12 декабря в Российской Федерации отмечают День Конституции. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента России Владимира Путина с праздником. Народ Абхазии дорожит дружбой с Россией и всегда будет признателен за всестороннюю поддержку, оказываемую в течение всех этих лет. Уверен, что консолидированные отношения между нашими странами и впредь будут динамично развиваться и укрепляться во благо будущего наших стран, говорится в поздравительном адресе. Аслан Бжаня пожелал Владимиру Путину и всему российскому народу мира, благополучия и процветания. Спикер парламента Лаша Ашуба поздравил руководителей палат Федерального собрания России Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина с Днем Конституции России. Лаша Ашуба выразил готовность к дальнейшему укреплению диалога, реализации намеченных планов, которые будут способствовать динамике двустороннего сотрудничества. Лаша Ашуба также направил поздравления чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину. Делегация Народного собрания Абхазии принимает участие в работе 4-й международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» в Москве. В рамках программы конференции запланированы встречи во фракциях Государственной Думы и посещение Центрального музея Великой Отечественной войны. Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанба прибыл в Сирийскую Арабскую Республику для обсуждения вопросов международной и двусторонней абхазо-сирийской повестки, сообщает медиацентр МИД. Инал Арзанба посетил мемориал неизвестного солдата в Дамаске, где почтил память героев Сирии, отдавших свою жизнь за свободу и независимость страны. Глава МИД Абхазии также посетил музей боевой славы Сирийской Арабской Республики и оставил запись в книге памяти. В нашу редакцию обратились жители улицы Адлиба в Сухуме. Горожане обеспокоены обрезкой деревьев на территории, прилегающей к пляжу Дель-Мар. На место выехала наша съемочная группа. В ситуации разбиралась Гугуца Вардания. С утра по улице Адлиба в Сухуме начались работы по обрезке деревьев. Здесь, в районе пляжа Дель-Мар, произрастают эвкалипты, липа, лавр и платаны. Местные жители против обрезки. Они рассказывают, что деревья растут здесь уже много лет, а большие кроны защищают их от ветра со стороны моря. Ара малярийные комариячек зиги-зиги вдрует. Ара яха малярийные комариома, короче, арать вош тахку барква хас хава ами харфо ялаги. Абрасын ход пшнижих пашксарах ишти маяк. Абри атып абраска хахгуло ижбо. Ай башраштах. Абри атып сахлапшва. По словам специалистов, работавших на месте, а также хозяев участка, разрешение на санитарную обрезку деревьев было выдано Государственным комитетом по экологии Республики Абхазия. Главным условием в документе является соблюдение эстетики зеленых насаждений. Одной из причин обрезки после осмотра экологами стало разрастание кроны и частичное усыхание ветвей деревьев, а также чрезмерная близость к электрическим проводам и опасность того, что большие ветви упадут на дорогу. За комментариями мы обратились к руководителю Госкомитета по экологии Савелию Читанава. Конечно, очень приятно, что население и народ неравнодушно относится к таким явлениям, сохраняя городскую среду и зеленый ее покров. В конкретном случае, что касается территории Дель-Мар, там месяц назад, где-то около месяца, полтора, может, тому назад обращались к нам, наши инспектора выезжали, провели оценку состояния данных деревьев. Собственно говоря, нами было дано заключение на разрешение на обрезку. Почему? Потому что, чтобы разгрузить парусность кроны и липы, и эвкалиптов, чтобы в полном расцвете, но кроны разрослись ввиду того, что они растут на берегу, ветреные проявления
мешает, конечно. А там, если вы обратили внимание, рядом же создается парк, причем великолепный парк. А здесь они хотели по избежанию несчастных случаев крона переросшая, крона разросшая. И потому со стороны специалистов-экологов было дано разрешение на обрезку этих деревьев. По словам Савелия Читанава, после обрезки деревья вновь разрастутся примерно через 2-3 года. Гугут Савардания, Раму Камки, Абхазское телевидение. Информация, распространяемая некоторыми интернет-ресурсами, якобы проводимая МЧС инвентаризации убежищ оборонного характера, недостоверна и не заслуживает доверия. В спасательном ведомстве также отметили, что никакая жилая собственность под эти нужды у населения не приобретается. В Абхазском госуниверситете учредят стипендию имени кандидата биологических наук первого проректора АГУ Виктора Маландзе. Его именем будет назван и Музей природы биолого-географического факультета. Кроме того, кафедра экологии и морфологии животных планирует выпуск отдельного издания систематизированных ими научных трудов Виктора Маландзе. А 26 декабря на биолого-географическом факультете пройдет научно-практическая конференция, посвященная памяти ученого, которая станет традиционной. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. Премия Ассоциации ательеров АМОС впервые пройдет в Сочи 18-19 декабря. Абхазский союз туризма представит отели Абхазии на рассмотрение экспертного совета в нескольких номинациях. Участие в премии предоставит возможность отелям выделиться среди конкурентов, привлечь внимание посетителей и даже привлечь инвестиции. Также в рамках премии пройдут семинары, лекции, деловые игры для ательеров, представителей здравниц, курортов, апарт-отелей и гостевых домов. Кульминацией станет церемония награждения лучших отелей. Участие в премии для ательеров бесплатное. В этом году, в октябре 18 числа, когда проходил форум «Визит Апсны», мы подписали соглашение. У нас теперь Международный туристический альянс создан, несколько туристических организаций и ассоциаций, союзов Крыма, Краснодарского края и в том числе Абхазии подписали такое соглашение о сотрудничестве для того, чтобы проводить вместе мероприятия и вообще содействовать развитию туризма. И в рамках вот этого соглашения в этом году мы присоединились и стали партнерами хорошей такой большой премии, которую учредила Ассоциация ательеров АМОС сочинских. Премия для ательеров и вообще людей, которые задействованы в туристическом бизнесе, в индустрии туризма, гостеприимства. Номинации в премии зафиксированы не только те, которые выдвигает Ассоциация ательеров, экспертный совет АМОС, но и мы тоже выдвигаем на какие-то определенные номинации, которые мы считаем важными именно для этих отелей. У нас номинируется... несколько номинантов я вам уже открою, тайну завесу, и скажу, у нас номинируется спа-отель «Нарт» в Гаграх, как самый клиентоориентированный и по качеству и сервису отель до 400 номеров. Там различные категории еще есть отели, есть гостевые дома. Вот вся информация на сайте. Мы номинируем на премию «Лучший ресторан в отеле» отель «Леон» в городе Сухум. Мы номинируем на премию также отель «Апсны» в Гудауте, как семейный отель, все включено. У нас в номинации отель «Комфорт», город Сухум, так как это единственный ориентированный доступная среда отель, и я думаю, что это нужно отметить обязательно. Мы номинируем отель «Дэм», это как самое интересное расположение, локация в городе. Отель «Бутик Апсуана Розе» города Гагра, как самый интересный, яркий маркетинг и управление в отеле. На номинацию заявки еще поступают, будут они поступать у нас до 15 декабря включительно.
К другим новостям. Глава администрации Сухума Беслан Эшба награжден государственной наградой Республики Северная Осетия Алания медалью во славу Осетии. Награду Беслану Эшба по поручению главы Северной Осетии Алании Сергея Миняйла вручил председатель Союза абхазских добровольцев Игорь Кокоев. Беслан Эшба награжден государственной наградой за многолетний труд, продвижение добровольческого движения и укрепление братских отношений между народами Северной Осетии и Абхазии. Ежегодно в преддверии Нового года благотворительная общественная организация «Киарас» проводит акцию «Ассир Хамтас» для подопечных семей фонда. С 15 декабря все желающие могут забрать письма детей в офисе фонда для осуществления заветных желаний подопечных «Киараза». Подробности в репортаже Алики Трапш. Новый год – самый волшебный и долгожданный праздник. Больше всего его ждут дети, ведь именно они окружены особым вниманием и любовью взрослых. Так случилось, что в Абхазии есть дети, которым нужна помощь и поддержка неравнодушных людей. Уже много лет подряд благотворительный фонд «Киарас» организует для своих подопечных акцию «Ассир Хамтас», в которой дети из малоимущих семей пишут письма Деду Морозу с просьбой исполнить свои самые заветные желания. А примерить на себе роль Деда Мороза может любой желающий. Акция «Ассир Хамтас» является у нас традиционной. Мы проводим ее уже более 8 лет. Это та акция, которую дети ждут с нетерпением. Суть этой акции в том, что дети, которых мы опекаем на протяжении многих лет, пишут письма Деду Морозу. В этих письмах их самые сокровенные желания, это даже небольшие откровения со стороны наших детей. И вот каждый год со всей страны к нам слетаются их письма, и люди, которые помогают нашей организации, поддерживают нас, наши друзья, приходят к нам в офис, забирают эти письма и в качестве Дед Морозов выполняют желания наших детей. На самом деле это правда, самая волшебная акция, и так как мы наблюдаем за всеми этими процессами, мы можем сказать, что действительно происходят чудеса. Мы, как всегда, призываем всех наших граждан, неравнодушных людей принять участие, прийти к нам в офис, взять любое письмо ребенка и исполнить его сокровенное желание. Невозможно представить себе, что в нашей стране есть дети, которые просят в качестве подарка на Новый год шампуни, мыло, теплые свитера, нижнее белье, калоши и учебники. Но такие дети и есть. Главная цель акции – подарить детям веру в чудо и показать им, что желания могут и будут исполняться. Любой неравнодушный человек может стать Дедом Морозом для конкретного ребенка. Мы, конечно, делаем возрастные ограничения, то есть дети старше 14 лет уже не пишут письма Деду Морозу, поскольку, наверное, не совсем в него верят, но, тем не менее, писем меньше не становится. В этом году мы также решили охватить детей, учащихся в 3 интернатах, это Ачимчирские, Сухумские и Калдахварские интернаты, дети, которые не состоят у нас на учете, но, тем не менее, находятся в трудной жизненной ситуации, поэтому получается, с каждого интерната по 50 писем мы ждем. Также предоставляются письма детей, которые состоят на учете у социальных служб по всем районам. Также дети, которые по разным причинам не попали под наше попечение, но тем не менее нуждаются в помощи и в таких волшебных делах. Что касается общего количества, мы ожидаем, что около 800 писем у нас будет в этом году. Забрать письма в офисе благотворительной общественной организации «Киарас» можно будет с 15 декабря. Каждый ребенок, написавший письмо, не останется без внимания и получит к Новому году один из самых желанных подарков. 29 декабря для всех детишек из семей подопечных благотворительной организации «Киарас» в Абхазском и Русском театрах будет организован показ новогодних представлений. Здесь же им будут розданы и подарки от Деда Мороза. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Летом 2024 года в Абхазию начнет курсировать еще одна «Ласточка». Новый состав уже ввели в график движения поездов. Как сообщает пресс-служба АЖД, решение было принято в связи с повышенным спросом на данное направление.
13 декабря с 10 до 15 часов будет прекращена подача электроэнергии в некоторые районы столицы, сообщает пресс-служба городской администрации. Отключение связано с проведением работ на подстанции Сухум-1. Света не будет в районе рынка, центральной части города, в старом поселке, частично по улицам Аргун, Семерджиева, Эшба и в районе Сои. Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» принимает участие в международном фольклорном фестивале «Арфе», который проходит в Северной Осетии Алании в рамках года осетинской энартиады. В программе 3 номинации: инструментальное творчество, музыкальный фольклор и хореография. 11 декабря в районах республики состоялись совместные концерты приглашенных участников и творческих коллективов Северной Осетии. 12 декабря – гала-концерт участников. 25 декабря в Абхазской государственной филармонии состоится отчетный концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия. Ансамбль представит программу, в которой прозвучат народные абхазские песни, танцы и вокально-хореографические картины. Танец с бурками, хороводный танец Аураща. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 13 декабря на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами дождь с градом, гроза. В горах снег. Температура воздуха ночью 5-10, днем 7-12 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.